Ирония судьбы. Шевченковский районный суд Киева обязал службу безопасности Украины открыть уголовное дело в отношении Ленура Ислямова, скандального организатора блэкаута и продуктовой блокады Крыма, командира незаконного вооруженного формирования батальона имени Номана Челебиджихана обвиняют в государственной измене. Напомним, Ислямов принял гражданство Украины после бегства в сопредельную страну в конце 2014 года. Он работал вице-премьером в Совете министров Республики Крым. Он один из первых на Курултае кричал, что крымские татары должны интегрироваться в российское правовое поле. Опять же, его эти заявления, что весь народ не может быть диссидентом, это для нас исторический шанс. Также он заявлял, что он гражданин России уже более 14 лет. И что мы видим? После того, как его лишили должности, он быстренько собрал свои вещи и переехал на территорию Украины. Заместитель председателя общественной организации «Хрым-Бірлігі» Рустем Нимитулаев также считает, что для Ленура Ислямова важны не принципы, а деньги, даже если перед выбором стоит собственный народ. Для Ислямова главным фактором всегда двигали это деньги. Ни о какой там национальной, допустим, там, политике, либо переживания за крымско-татарский народ речи быть и не может. То есть я на сегодняшний день вам приведу пример, не потому что это касается только моей семьи, да. То есть мы видим, что происходит. Произошел, если вы помните, в 2018 году в ноябре месяце рейдерский захват его батальонами, там, Айдаром, Аскером. Вот. Буквально неделю назад они полностью переоформили все имущество, которое оформлено Нимитулаеву на Диене. Она также является гражданкой Украины, и на сегодняшний день там ее права нарушаются. Вот. Были сделаны нелегитимные документы, и по этим документам Ислямов переоформил на подставных лиц все наше имущество, нашей семьи. Кроме этого, Рустем Нимитулаев заявил, не считает Ленура Ислямовым крымским татарином, ведь такие поступки не присущи народу. Я не считаю его крымским татарином по одной простой причине. В нашем народе никогда не было таких поступков от наших соотечественников, да, где кто-то пытался зайти в чей-то дом, отобрать чье-то имущество, спекулируя там какими-то моментами, образно говоря, да, то есть, я думаю, что его родители его тоже осуждают, его поступки. Хотелось бы в это верить.